Здравствуйте! Мы продолжаем серию репортажей о коронавирусе в Туркменистане. И с вами врач-кардиолог Серебренник Юлия. Сегодня я расскажу о последних новостях, связанных с распространением и влиянием коронавируса в Туркменистане. Вирус стремительно распространяется. Врачи не могут провести правильное лечение. Это связано с отсутствием протоколов лечения и необходимых медикаментов. Несмотря на заявления некоторых СМИ о наличии средств индивидуальной защиты, в реальности никаких костюмов для медицинского персонала у врачей нет. За исключением тех врачей, которые встречались и работали с комиссией ВОЗ. Да, для комиссии все было показано в идеальном виде. Пациентов не госпитализируют. Житель столицы рассказал о болезни и смерти своей матери. «Моя мама родилась в 1957 году», — говорит он. «Начиналось все со слабости и температуры. Госпитализировать ее вначале отказывались. В больницу забрали только после того, как у нее изо рта пошла кровь. Мама умерла на 8-й день, после того, как она впервые пожаловалась на плохое самочувствие. Причиной смерти указали острую легочную недостаточность. Вся моя семья, говорит он, болеет. Это и брат его, и жена, и сестра с мужем. Граждане сообщают об увеличивающихся смертях в городах и селах. Несмотря на очереди в аптеках, помощи от купленных лекарств нет. Данное заболевание лечится в стационарах. Да, есть легкая форма заболевания, но она подразумевает правильное лечение, поскольку в стране большие сложности со снятием наличных средств, ежедневно около банкомата собираются огромные очереди. Большое столпотворение людей в одном месте приводит к еще большему распространению вируса. Также сообщается о том, что среди населения ходят слухи о том, что молодым гражданам советуют переносить заболевания на ногах. Это недопустимо. Как врач я настаиваю на том, чтобы в случае малейшего проявления заболевания, даже обычной слабости и легкой температуры, необходимо как минимум оставаться дома в течение 14 дней. Почему? Потому что, во-первых, вы не должны оказывать еще большую нагрузку на свой организм, а во-вторых, вы можете являться переносчиком вируса. Пожалуйста, отнеситесь к этому со всей серьезностью. Это очень опасно. Система здравоохранения, созданная Бердымухамедовым, сегодня показывает свою нежизнеспособность, а народ платит за свое молчание. Врачей, способных грамотно лечить граждан, в стране очень мало. Их единицы, к сожалению. Медикаментов в стране тоже не так много. А те медикаменты, которые необходимы именно для лечения этого заболевания, в нашей стране их просто нет. Мнение о том, что люди до 45 лет переносят заболевания легче или менее подвержены вирусу, является ошибочным. За последнее время было сообщено о большом количестве смертей среди граждан до 45 лет. В данных семьях остались несовершеннолетние дети. Эти дети остаются сиротами. Сегодня завершилась работа комиссии ВОЗ. Как мы предупреждали ранее, официально коронавирус так и не был признан в Туркменистане. Комиссии показали только то, что посчитал нужным показать Бердымухамедов. Практика сокрытия информации очень хорошо отработана. Члены комиссии не знают эту страну, не знают, кто и в каких больницах лежит. Следовательно, они полагаются на факты, которые им предоставляют официальные лица. Учитывая факт нежелания признавать наличие вируса в стране, делегации показали тех пациентов, у которых коронавирус обнаружен быть не мог.
поскольку им они не болели. Для комиссии и медперсоналу были выданы средства индивидуальной защиты. Для реальных условий работы врачей среднего и младшего персонала никто не показывал. Среди населения распространено мнение, что международные организации и зарубежные страны сами оказывают помощь по собственной инициативе. Это не так. Граждане Туркменистана, пока вы сами не начнете просить о помощи, никто эту помощь оказывать не будет. Ни одна страна мира по собственной инициативе не будет оказывать никакую помощь. Многие из вас говорят о помощи, которую оказывала Россия Италии. Да, помощь была оказана, но Италия попросила эту помощь у мирового сообщества. В Туркменистане нет ни средств защиты, ни лекарственных средств, способных лечить коронавирус. Учитывая сегодняшнее положение дел, я бы хотела обратиться к властям страны. Прекратите уничтожать население страны. Вы не хотите признавать, что вирус попал в страну? Это отдельная тема, но вы обязаны оказывать помощь больным гражданам. Если вы не хотите называть вещи своими именами, не хотите называть вирус коронавирусом, назовите его по-другому, но обратитесь за помощью в другие страны. Вам пришлют и врачей, и лекарства, и дезинфектанты. Население страны получит реальную помощь, люди будут спасены. Такое количество смертей приведет к вымиранию граждан Туркменистана. В городах и селах люди не успевают хранить своих близких. Во всем мире, в тех странах, где прошла вспышка коронавируса, власти этих стран просят помощи, и эта помощь им оказывается. Граждане Туркменистана тоже имеют право на получение нормальной, качественной медицинской помощи. С вами был Ковид Репорт, Туркменистан. У нас есть всегда информация. Следите за новостями, подписывайтесь на наш YouTube-канал и в Телеграме. Берегите себя и своих близких. Atlanalım